Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас, дорогие мои зрители, гости, подписчики. Всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, за ваши хорошие и добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Давайте сегодня погадаем на вас и узнаем, какой мужчина будет проявлять к вам интерес, кто будет вами интересоваться, кто он, чем занимается и с какой целью он вами интересуется. Загадайте, пожалуйста, на себя, назовите свое имя, так и спросите, кто будет проявлять ко мне интерес и с какой целью. Давайте будем смотреть. Я думаю, все уже настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, мужчина сильный вышел, волевой такой, характерный. Сразу хочу сказать, что мужчина будет постарше, чем вы. Вот разница такая, знаете, 5-10 лет, и у кого-то даже может быть и 15. Мужчина, у него такие руки сильные, он в руках держит очень много всего. Такой, знаете, как хозяин жизни, барин, хочется сказать, почему-то барин. Вот, при каком-то положении, при статусе. Непростой человек. Непростой, очень опытный. И взгляд, девочки, вот у него взгляд такой, как насквозь видит. Прям как людей считывает. Вот, и он, вы знаете, он какую-то прям должность занимает. Высоко стоит, видите, как на пьедестале стоит. Серьезный дядя. К нам зашел на цыпочку. Да. Смотрите, девочки, тут две линии, и я вам эти две линии озвучу. Одна линия у нас касается личного, а вторая скорее профессионального. Вот у кого-то из вас отыграется, что этот мужчина, он большой начальник, либо руководитель высокого ранга. Вот вы ему будете интересны как человек, как личность, как специалист, как сотрудник. Он в вас увидит то, что другие не видят. Вот ваш талант, ваш потенциал, вашу светлую голову, ваш интеллект. Вот прям будет говорить с вами как с равной. Вот не будет делать разницу, в том, что типа я начальник, я там высокопоставленное лицо, а ты там всего лишь соискатель, либо подчиненная. Очень, кстати, классный мужчина в этом плане. Он держит, конечно, рамку, он такой весь, знаете, обстоятельный, но когда он видит человека правильного, он как бы вниз спускается, он на равных с вами общается. Смотрите, у кого будет собеседование, либо, может быть, вас начальник к себе позовет, ваш начальник, где вы работаете, либо вы, скажем так, действительно вот где-то встретитесь с человеком, у которого есть возможность вам помочь там, по работе, по вашим там бизнес-проектам, либо, может быть, даже по вашему образованию. Здесь вот человек конкретно будет заинтересован в том, чтобы вам помочь. И не только вот как вам лично помочь, но и чтобы вы, скажем так, стали его сотрудником, либо стали его там ученицей там, с дальнейшей перспективой. То есть человек конкретно оценит вас, какой вы специалист, какой у вас IQ, ваш потенциал, и будет делать вам предложения. Вот предложения очень такие прям серьезные. Вот, девочки, так что будет вам предлагать серьезную работу, либо серьезную должность, либо помощь в вашем продвижении, в вашей карьере. Такой вот серьезный человечек. А вы знаете, даже вот информация такая пришла, может быть, вы как загадывали, чтобы вам помогли, либо чтобы появился такой человек, который вас действительно оценит по-настоящему. Вот, пожалуйста, появляется.
Хорошо, это одна история. Вторая у нас идет любовная, потому что здесь вот прямо и ухаживания могут быть, и такие прям, ну, романтик идет, да, какие-то встречи невероятные. Девочки, ну вот кто по любовной тематике пойдет, сразу хочу предупредить, у мужчины есть хвост. Либо он в браке состоит, но брак у него как бы несостоятельный. То есть, ну, официально оформленный, да, но при этом он с той женщиной не проживает, причем не проживает там достаточно значительное количество времени. Либо у мужчины гиперповышенная ответственность за свою бывшую, либо за семью. Дети могут быть, да. Вот он как будто бы живет двумя жизнями. Есть жизнь его личная, и есть жизнь там, где вот семья, там, где дети. Смотрите, этот мужчина, но он вас вот как где-то увидит, вы ему очень понравитесь, и он о вас будет справки наводить. У него есть такие возможности, смотрите, какие у него руки длинные. Плюс этот мужчина вот эту встречу вашу, он как бы ее обыграет, как будто бы это какой-то случай, случайно, да, вы встретились, там, столкнулись, может быть, даже разыграет какую-то ситуацию, чтобы с вами познакомиться. Либо кого-то попросит, чтобы познакомили с вами. То есть какой-то прям, ну вот я не знаю, как какой-то стратег он, что ли, там, сценарист, да, ему бы сериалы писать. То есть с каким-то, ну это не хитрость, да, а скорее какой-то вот изощренный у него ум. Вот он не любит простых решений. Вот он любит, чтобы все как-то было пафосно, антуражно. Вот так будет поступать. Вам этот мужчина сразу не понравится. Честно вам говорю. Вам, во-первых, не понравится то, что он постарше. Во-вторых, не совсем понравится, да, как он там себя, не знаю, будет вести. Да, может быть, он все-таки, знаете, как... Типа я деловая колбаса и прочее, прочее. Вы любите более простых людей, более понятных. Вы сама очень понятная, простая. И вы таких же мужчин и ищете, да? Ну, либо встречаетесь, общаетесь. А этот нет. Этот такой на понтах, да? Принято говорить на понтах. Весь такой упакованный, весь там из себя, парфюм, там, дорогая одежда, дорогой автомобиль. Ну, такой мужчина. Вот, и вам он, честно, вот как-то вот прям совсем не прилипнет. Вы так посмотрите и скажете: ну-ка, дяденька, иди-ка ты своей дорогой, иди-ка ты по левой стороне. Да, вот такое у вас будет желание. Но он характерный человек, он просто так не отступает, он будет за вами следовать, он будет пытаться постоянно попадаться вам на глаза. И все-таки он вас вот попытается уговорить на то, чтобы вы с ним там встретились, да, как-то вот посидели, пообщались, может быть, просто посидели в кафе, там кофе попили, может быть, там в ресторанчик с ним сходили. Ну, вот как-то так будет проявляться. Смотрите, что его вас особо вот прям зацепит, да, что задор вызовет, это то, что вы девушка очень строптивая, то, что вы перед мужчинами не лебезите, на мужчин не кидаетесь, вы очень требовательны, и взгляд у вас такой требовательный, вы ему почему-то, вот как может быть, учительницу напомните, либо такую строгую воспитательницу, и ему прям так интересно станет, он не привык, чтобы женщина ему отказывала. К чему он привык? Это то, что они там трусишки снимают и прямо на него прыгают. Вот к этому он привык. Таких у него полно. Вот. А вы нет, вы не такая, вы цену себе знаете, вы никогда не будете так делать, и вы вот прям особнячком так стоите. Интерес очень сильно у него пойдет. Он будет о вас узнавать все, вот прям все. Не знаю, раскопает всю вашу историю, да, досье на вас соберет, кто вы, что в вашей жизни происходит, кто в вашей жизни был, кого не было, с кем живете, где работаете, все будет о вас знать. Вот прям все. Вот. Цель какая у этого мужчины, он и сам не знает своей цели. Вот его будет тянуть, вы ему будете интересны. Здесь как инстинкт охотника просыпается, да? Я охочусь. Моя добыча очень умная, очень строптивая, вот я буду за ней охотиться. Знаете, честно скажу,
Мне этот мужчина, в принципе, вот если в плане отношений любви, мне не очень нравится. Уж слишком он какой-то балованный. Вот у него, честно, женщин много было. У него, ну вот какой-то, как пересыщение, что ли, женщинами идет. Пересытился. Вот. А вы натура ранимая, и вы, понимаете, вы вот, если сравнивать, да, он такой хищный волк, а вы грациозная лань. Понимаете, ну какая вы пара. И вам так тоже будет казаться в какой-то момент. У вас, если и будут с ним свидания, там встречи, но я думаю, что вы все-таки ему откажете. Откажете и не согласитесь на то, чтобы с ним там общаться, встречаться. Но я вам другую вещь скажу. Этот мужчина не просто так в вашей жизни появляется. У вас с ним идет какой-то период, может быть, там несколько недель, да, когда он там вам предлагает и прочее, прочее, там на глаза вам все время попадается. Потом он на какое-то время пропадет из вашей жизни. И там речь уже пойдет о месяцах, может быть, месяц, может быть, 2, у кого-то 3 вообще отыграется. А потом он как бы опять вот будет новолуние, и с новолунием он опять возвращается в вашу жизнь. Вы знаете, вот все-таки чем-то вы его прям заякорите. Он исчезнет из вашей жизни только лишь по одной причине. Он поймет, что что-то происходит. Что-то происходит не то. Вот именно с этой женщиной я начинаю что-то чувствовать. Я начинаю, ну вот, что-то во мне пробуждается, да, что-то прекрасное и в то же время тревожно пугающее и прочее, прочее. Это то чувство, которое мужчина никогда не испытывал. Это чувство называется любовь. Вот вы в нем пробудите эту любовь. К сожалению, мне здесь до конца не показано, что будет, потому что мы смотрим, в принципе, на короткий срок, на ближайшее будущее. Но я вам четко могу сказать, что этот мужчина, он еще раз в вашу жизнь войдет. И там уже у вас совсем другая история с этим человеком будет. Может быть, вы уже подумаете, может быть, будете владеть более информацией об этом человеке, может быть, он сможет вас заинтересовать. Но у вас еще в будущем встреча с этим человеком будет. И эта уже встреча идет более как дружеская, понимаете, вот без всяких там понтов и прочего-прочего. То есть и вы уже будете согласны, и он уже будет вести себя попроще. Вот такой вот дяденька идет в вашу жизнь. Да. Соблазнитель, искуситель и охотник. Ну а для тех, у кого это отыграется как работодатель, как начальник, девочки, бояться нечего. Мужчина классный, он вам и поможет, и покровительство составит, и лишнего с вас не спросит. Да? То есть не будет вам предлагать всякие там неподобные вещи в виде близости и прочее, прочее. Поверьте, он будет в вас заинтересован именно как в работнике, в сотруднике, в перспективном сотруднике. И будет заинтересован в том, чтобы вас продвигать. Вот именно продвигать. Вот так вот, девочки. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.